Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – что говорят о вас за спиной. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Посмотрим ваш портрет, вашу характеристику, кто вы, кто пришел на расклад. Человек с какими-то способностями. Не совсем открытый, больше скорее закрытый вы человек, интроверт. Чувствуете очень хорошо людей, ауру. Умеете пользоваться какими-то инструментами, в чем-то вы разбираетесь очень хорошо. Стремитесь к материальным благам, духовным благам. Духовно очень сильно растет. Человек сосредотачивается на работе, деятельности. Человек умеет что-то красиво делать руками, создавать что-то, какие-то вещи. Вот сейчас я вам скажу, позыв идет свыше. Вас призывают в чем-то сосредоточиться. Это касается вашей деятельности. И есть в этом талант, есть в этом даже польза для людей и для себя. Вы можете извлекать выгоды из своей деятельности и из своего таланта. Вы во всеоружии, у вас всегда есть в запасе. Если это деньги, то у вас есть запасы. И если вы отвечаете на вопросы, вы всегда знаете несколько вариантов ответов. Если вы ищете выход из ситуации, у вас их несколько. Человек такой подготовленный, решительный, конкретный. Двумя ногами стоите на земле, не летаете в облаках. Что еще можно о вас сказать? Здесь женские энергии. То, что вы духовно очень сильно развиты, об этом говорят. Сейчас закрылись от всех, не общаетесь, занимаетесь, опять говорю, своей какой-то деятельностью, работой, и что-то вы обдумываете. А какая-то ситуация заставила вас закрыться от всех. Недоверие, может быть, провокации какие-то или, в принципе, какие-то недовольные жизнью люди. Здесь ситуация привела вас в застой, но все же вы стараетесь этот застой использовать с выгодой. Обратили внимание скорее на какую-то деятельность, чем-то занимаетесь. Может, и рисуете, это может быть что-то связанное с талантами, творчеством, искусством. Вообще погрузились мысленно в себя по иерофанту. Человек, который может находиться и среди людей, и в одиночестве. И вас одиночество совершенно не пугает. Какой-то была боль, разочарование по чувствам, по эмоциям. Здесь чувствуете какую-то недолюбовь или недолюбленность. Чувствуете себя где-то третьей лишней. Смотрите, одни тройки выходят, одни тройки. Но вы не хотите быть этой третьей. Вы стараетесь сейчас дать чему-то время, чтобы что-то прошло, то, что наболело. И вас, кстати, в ваше отсутствие могут обсуждать, о вас говорить. Вы интересная тема для разговора. Вы загадочная, в какой-то степени закрытая, поэтому привлекаете к себе, скорее всего, какое-то внимание или подозрение. Такая своенравная. У вас такой характер. Никто никогда вас никогда не поймет. Женщина, что хочу, то ворочу. Или кошка, которая гуляет сама по себе. Отвлекаетесь, опять-таки, на свои дела больше, нежели на дела других людей. Стараетесь ни во что не ввязываться, никому даже и не помогать. Старайтесь помочь сейчас себе. Вытаскивать себя откуда-то. Вам и так плохо, а помощи нет. А почему я кому-то должна помогать? Также показывает женщину, у которой вот-вот скоро что-то в жизни двинется с места. Уже этот застой будет позади. Давайте смотреть дальше. Если с вами проигрывает портрет, продолжаем. Что говорят о вас за спиной? Ваше отсутствие, может быть, тоже имеет место быть. Думайте сейчас только о себе, ни о ком не думайте. Сконцентрируйтесь на себе. Старайтесь расслабиться. Что у вас говорят? То, что вы заняты зарабатыванием денег. Какого бы это труда ни стоило, вам все равно. Вы прете, стоите на своем. Вас нельзя сбить с толку. Вы, если на что-то решились, вы пойдете, и люди об этом точно знают.
И вы такая, с одной стороны, загадка, потаенная такая, неразгаданная, непрочитанная книга. С другой стороны, как-то пытаются понять вашу характеристику. Может отвлекать людей переменчивость вашего характера. Здесь говорят, то она сегодня одна, завтра она уже другая. Меняетесь вы, не даете о себе знать, тайны какие-то скрытые. Здесь люди чувствуют, что вы скрываете каких-то скелетов в шкафу. Могут об этом говорить, что что-то здесь неладное, подозрительное. Здесь нужно проверить или нужно узнать, может быть, задать какие-то наводящие вопросы. Люди в вашем окружении, они же и сплетники, они же и очень хорошие психологи, которые не просто так вам задают вопросы или с вами вступают в общение, они как будто бы вас проверяют, выводят вас на чистую воду. Вы же храните секреты. Вы же, кстати, можете являться человеком, который сам это чувствует. Интуиция очень хорошо работает. Смотрите не в глаза, а внутрь человека. Даже человек, стоящий рядом с вами, вы уже чувствуете его энергию. Возможно, вы уже всех в своем обществе прокусили. Всех знаете, кто есть кто кем является. Вы тоже очень хороший психолог. Разбираетесь в людях, разделяете их на определенные группы. Также здесь вас считают, что вы никогда не скажете то, о чем вы скрываете. Вы тщательно это скрываете. Действуете в одиночку. Никого не подпускаете, чтобы не было свидетелей. Тихо заметаете следы. Здесь я не скажу, что прям все так печально и плохо. Здесь могут, кстати, и хвалить вас в том, что вы такая. Держите все в себе, не разглашайте свою какую-то личную жизнь, ни о чем личном, только о важном, о деле. Но есть такое правило в психологии. Никогда не рассказывая о своей личной жизни, да и обо всем личном, в рабочем пространстве, особенно в рабочем. Потому что это может сыграть против вас злую шутку. А говорят именно, что вы, прежде чем что-то сказать, вы продумываете, вы все взвешиваете. И люди понимают и чувствуют, что вы их считываете. Ваше молчание вызывает у людей страх. Люди начинают даже, хочешь не хочешь, вроде как бояться, но вступать в контакт, в общение, и вы начинаете считывать этот страх. Глаза моргают быстро. Или человек сам не знает, что говорит, или путается в словах. Вы пронизываете своим взглядом. Здесь кто-то конкретно может говорить о вашем взгляде. Он или строгий, или такой конкретный. Без хихиканий всяких, без лести. Конкретный. Вы задаете вопросы, как прокурор. Задаются вопросом, а не проверяете ли вы их? У многих задается этот вопрос, что не проверяет ли она нас? Темная лошадка. Но вы, знаете, такая справедливая. Вы разрешаете какие-то ситуации в коллективе. Вы умеете решить. Поступаете в жизнь разумно, взвешенно, правильно. Могут говорить то, что вы очень четко считываете людей. Это кто-то замечает, как будто бы вы сами задаете какие-то вопросы. Даже если вы молчите, вы уже в воздухе задаете вопрос, что приходится, хочешь не хочешь, вам как-то отвечать или взаимодействовать. А вы активные, и вы сама по себе. О вас говорят, что вы где-то лидируете, что вы в ресурсе, что у вас есть деньги, есть заработки. Также могут говорить, что вы скрываете заработки или работаете вне закона, обходите, например, законы. Поэтому вы такая таинственная. Что-то вы такое потаенное скрываете или чем-то таким занимаетесь. Такое чувство, как будто бы вы в обществе появляетесь, и на вас сразу же обращают все внимание. Поэтому о вас говорят. И здесь даже не внешним вашим видом, внутренней какой-то силой вы притягиваете к себе внимание. Внимание даже для обсуждений, внимание для каких-то разговоров. Вы очень выделяетесь. Вас трудно переспорить, практически невозможно переспорить. Что еще о вас говорят? Легко, как на помине. Вчера обижалась, а сегодня веселая пришла. Легко переобуваетесь, запутываете как будто бы людей. И вы очень сильно поменялись, изменились. Стали более активны, более целенаправленные, молчаливые, неуязвимые. Вы неуязвимые. Даже не знаешь, куда поведет кривая. Вы можете пообещать и не выполнить, например. Но это специально, как будто бы вы заметываете следы. Что еще говорят о вас? Близкие о вас говорят, то, что вы холодная очень, прагматичная и решительная.
острый ум, умные. Бываете и остра на язык. Скажете, как отрежете. Что-то вы даете людям, это так коротко и ясно. Без продолжения и без вопросов дополнительных. Вы умеете конспектировать, вы умеете скорее отделять песок от воды. Четкая. Вы не вишенка на торте, когда вы куда-то заходите или вообще в каком-то вы обществе находитесь. А вы звезда на торте, которая всем светит. Здесь я бы еще сказала про слово «подсвечивание». Вы же умеете подсвечивать, вы же умеете направлять. Вы в какой-то степени такая путеводная звезда. До вас достучаться, дотянуться, вот как до этой звезды. Если взять противоположный пол, то они сложно вас добиваются. Вы для них сложная женщина. Для ходоков налево-направо вы неудобная женщина. Для конкретных мужчин очень ценная стратегия, ценная цель, которую надо добиться. Вот даже мужчинам вы до конца неизвестны. А также здесь смотрите, что говорят, что вы противоречите сама себе. То есть здесь это может быть даже кому-то вы что-то пообещали, но не выполнили. Но здесь кто-то может говорить, что вы такая противоречивая. Сегодня да, завтра нет. Вот. Или говорите одно, потом другое. Соскальзываете, неуловимое и притом закрытое. В вашем доме, в вашей какой-то атмосфере что-то такое тайное хранится точно, что хочется разгадать и узнать. Здесь кто-то конкретно может вести за вами какое-то наблюдение, подглядывать к вам в окна, к вам в личную жизнь, просматривая социальные сети, просматривая ваш портрет, изучая вас. Вы какая-то темная лошадка. Притом вы такая и убедительная. Вы скажете, как отрежете. Вам не надо теорий, доказательств, аргументов, фактов и так далее. Вы такая. Сказали, и вам нужно верить. И здесь хочешь, не хочешь, поверишь. Но с другой стороны, кто-то здесь может сомневаться. Потому что вы сегодня говорите одно, завтра другое. Человек, который далеко пойдет. Вам, возможно, с детства об этом говорили, что вы далеко пойдете. И здесь до сих пор, по сей день, люди чувствуют, что вы чего-то в этой жизни добьетесь или уже добились. За вами может быть много достижений и каких-то результатов. Но вы не хвастаетесь. Вы не хвастаетесь. Вы остаетесь загадкой, непрочитанной книгой. Тут какой-то конкретно мужчина готов все и сразу бросить и бежать к вашим ногам. Влюблен очень. Говорит о вас, ценит вас, хвастается вами. Может показывать какие-то фотографии, говорить, что вы ему написали или вы его женщина. Но внутри понимать, что вы очень сложная по характеру, неразгаданная. И вы интересны. Вы ему этим самым интересны. Что еще говорят о вас и кто за вашей спиной? Не говорят, а здесь на картах вас просматривают или у ясновидящих именно информацию о вас через невидимые силы. Мужчина это просматривает, возможно, знака Земли, потому что вы неясная, непонятная. Человек сам может думать, что вы какая-то чернокнижник, маг, ведьма. Вообще интересна ваша жизнь, и он не может понять вас. Он запутан как-то. Он видит, что вы вполне себе достаточно хорошо живете. Вы ни в чем не нуждаетесь. Даже если вы и одна, все равно у вас что-то есть, чего вам вполне хватит. Это финансы, деньги, работа, деятельность там и так далее. Дела какие-то, знакомые, может быть, общение. Как будто бы вы ни в чем не нуждаетесь. Но при том, да, здесь задается человек вопросом, на что эта женщина живет, где она работает, чем она занимается, какие у нее интересы. Судя из того, что я вижу, вы, скорее всего, имели общение, было у вас общение. Но здесь какая-то есть недосказанность. Вот как будто бы друг другу чего-то не договорили. Ни он вам, ни вы ему. Вас он особо не интересует. Вас интересует работа, деятельность или другой человек. Но не этот человек. А вот этот человек остался, да, со знаком вопрос. И вот теперь копает о вас информацию. Он размышляет. Вы, скорее всего, вообще человеку не отвечаете, не взаимодействуете. У человека даже по поводу вас возникают какие-то страхи, угрызения совести и стыда. За что-то ему может быть стыдно, может быть даже за свое какое-то поведение. Вы вот знаете, как-то посмотрели на данного человека, что вот прожгло до самого нутра этого человека. И вот он теперь не понимает, что с этим делать. Ни одна женщина еще не испытывала меня так на эмоции, не брала вот так вот заживо или не вытаскивала все из меня изнутри. А вот это смогла. Может вас называть чертовка. Нравитесь вы
Но здесь есть, вот знаете, такое, что человек не особо серьезно вообще относился к женщинам. Не рассматривал всерьез, все шаблонные или все повторяли одно и то же, да, вот это как-то неинтересно. Вы же имеете какой-то определенный деловой почерк в том плане, что вы ведете себя поистине как настоящая женщина. Женщина, которая имеет женскую гордость. Женщина, которая не бежит за мужчиной. Женщина, которая не устраивает скандалы и так далее. Да? Вот какая-то такая нетипичная, с одной стороны. С другой стороны, он вас ценит, уважает. И вы ему очень интересны. Вы ему симпатичны. Выделяет скорее даже вас вот как на фоне всех, вот как какую-то яркую звезду. Или, я бы сказала, даже и не звезду. Он может видеть вас, да, человека, который может быть в чем-то популярен, известен. Но здесь скорее даже выделяет вас на фоне всех. Вот как белая ворона. Все одинаковые, все шаблонные. Да, все как с одного инкубатора. Вы же какая-то черная лебедь. А может быть и черная, да, потому что человек видит, что вы вот занимаетесь чем-то или чувствует, что вы вот какая-то непростая, магически пропитанная, да, эзотерикой и астрологией и всем остальным. Может быть, она ведьма, обсуждает в компании друзей, обсуждает именно в компании каких-то мужчин, которые сами тоже удивляются. И здесь вот такое есть, когда они сидят, он вот, может быть, показывает вашу фотографию. И вот они покажи, да, у них вот определенно какой-то интерес, потому что перед этим, возможно, человек о вас очень много говорил. И вот когда человек только достает и хочет показать, сейчас я покажу фотографию, да, у всех страшный интерес. Ну, просто вы вызываете бурю эмоций, любопытство. Любите вы, да, деньги. Человек видит, что вы любите материальные ценности, окружаете себя этим, вообще этой энергией денег. Или выглядите очень богато, очень дорого. Притом, вот знаете, человек чувствует, что вы такая правильная, все по правилам, все по бумагам, все зафиксировано, заплачены налоги, да, человек, который соблюдает законы. Возможно, может думать также, что вы как-то тоже связаны с законом. Или, может быть, работаете на какие-то структуры. Имеете знакомых, может быть, даже из структур. Да? Вот какая-то вы такая непростая, деловитая женщина в пиджаке. Или женщина, которая при каких-то деловых связях. Не просто там какие-то мужчинки, девчонки. Да? Вот именно какие-то вышестоящие люди. Или люди, которые занимаются деятельностью по правам человека и так далее. Также он видит в вас такую четкость и аккуратность. Вы вот как эстет какой-то. Все вы даете именно в деталях, четко. Это может быть ваши фотографии или как вы выглядите. Да, у нее всегда какой-то порядок. Может быть, в доме или в целом, да, вот замечает какие-то четкости. Все так в цвет, все со вкусом. Но сразу говорю, что человек еще видит, что вы женщина не глупая, это точно. И у вас всегда расписан план. Вот даже свидание, если, то у вас все по номеркам, по каким-то числам, по датам. Да, по часам вот все расписано. Да, ведете какой-то такой жесткий, четкий учет или график. Ну так вот. Хвастается где-то вами. Вы яркий показатель вообще женщины. Он удивляется и удивляет остальных. Хорошо. Что еще говорят о вас за спиной и кто? Родственники опять.
родственники или кто-то из близких вот видят, какая вы целеустремленная, как вы зарабатываете, что вы не сдаетесь. И вы знаете, вы человек такой, который думает, вот как о вас именно думает, да, что вы хотите заработать все деньги мира или хватаетесь за любые возможности, также не упускаете вообще какие-то возможности. Вот если дается вам что-то в жизни, вы за это хватаетесь мертвой хваткой, да, как коршун, прям на лету. Также вы человек, которому можно доверить что-то, деньги, секреты, тайны. На вас можно и положиться. С вами стабильно чувствуешь вот какое-то плечо. В какой-то степени могут говорить, что вы как мужик. Хотя вы женщина, но вот внутри вас живет мужик. Ну, вы такая активистка по жизни. С вами и не соскучишься, но вы имеете пределы, нормы, правила, ограничения, да, всему вот, это как говорят, делу время, а потехе час. И все вот так четко. Четкая вы. Но все успеваете и повеселиться, и поработать. Притом развивайте свое духовное нутро. То есть вы не просто какая-то из вида Homo sapiens люди, а вот вы еще и духовно очень хорошо развиты. У вас, кстати, могут быть или связи, да, или у вас язык так подкован, что вы вот везде всего достанете и знаете, как это говорят, язык до Киева доведет. Вот вы, где бы вас ни забрось, в какую-то заброшку, вы оттуда выберетесь, у вас реально язык до Киева доведет. Также разрулите какую-то ситуацию здесь о морали, да. Здесь человек, который может вступить в какой-то спор и выиграть его. Также здесь показывают, что вы не совсем доверчивы, но вы умеете нажимать на такие точки, чтобы кто-то высказал правду или раскусить кого-то, или вытащить эту правду, да, вы умеете. Вы реально как прокурор. Вот с вами как не то, что на собеседование, а на выдавливание правды. Вот так вот. Сканер, сканируете. Что у вас еще говорят ваши люди? Да, это близкие люди, что вы умеете и зарабатывать, и считать деньги. И при этом, знаете, могут говорить кто-то здесь о вас конкретно, что жадная, а кто-то отрицать, что она не жадная. Она умеет правильно распоряжаться финансами, что лишнее она не покупает, что на самом деле является безделушкой или чем-то ненужным. Она вот умеет справляться с финансовыми именно какими-то расчетами. То есть у нее финансовая грамотность, у нее какой-то порядок. Поэтому у нее в жизни, да, стол накрыт или все хорошо. Вы умеете самонаполняться. Вы, кстати, вот даже замечают родственники, что вы не нуждаетесь в обществе, вам наедине с собой вообще прекрасно. Потому что вы занимаетесь какой-то деятельностью, может быть, которая вам нравится, да, или которая приносит вам, может быть, какие-то плоды, доходы, или похвалу, или еще что-то, да, вот вы этим наслаждаетесь, каким-то процессом. Вы отвлекать умеете себя, даже находясь неважно где, да, и без телефона и так далее. То есть вы не будете залипать в телефон, вы умеете найти еще что-то. Если того не будет, так вы найдете еще что-то. Вот даже просто где-то в заперти, понимаете, вы найдете во что поиграть, как себя развеселить, как-то выйти из состояния какого-то, может, застоя или паузы и так далее, тишины. И вы, вот знаете, как будто бы не по годам развиты, вы уже в юности, здесь кто-то из родственников, может быть, это ваша мама или, да, какие-то близкие родственники, говорят, что вы с малого детства уже были такая. Развивались не по своим годам. Для вас ровесники это было что-то такое, сопляки. Всегда сопляки, да, а вот что-то постарше, это что-то помудрее или поинтереснее. Может быть, вы даже общались со старшеклассниками, нежели со своими ровесниками. Да, здесь вы тянулись к обществу знаний,
к обществу, где старше, где люди, которые прошли уже какой-то опыт, какую-то жизнь, и вот вам с ними интереснее. Здесь могут замечать, что вы тянетесь к правде, к логике, к обучению, к деньгам, к заработкам. Вот такая вы. И стратег, очень хороший стратег. Вот с вами можно придумать какой-то план. Или если вас попросить о чем-то, вы распишите вообще вот так вот план. Как это сделать? Здесь, знаете, такое ваше мышление, оно подразумевает именно что-то такое коммерческое. Да? Вы умеете мыслить коммерчески, вы умеете мыслить вот как-то, как превратить негатив в позитив там, и так далее. Умеете вот как-то быстро переобуваться, вставать на ноги или отряхаться и идти дальше. Вот как-то так. Ну, такая вы. Что еще говорят? А тут мужчина какой-то, опять влюбленный. Вы так нравитесь этому человеку, но здесь у человека может быть сейчас или какой-то выбор в жизни, да, или ситуация какая-то, работа или отношения, да, вот человек стоит перед каким-то выбором, и вот человек не знает, то ли пойти в вашу сторону, то ли двигаться в рабочем процессе, завоевывать что-то или достигать каких-то вершин, перспектив и так далее. Здесь у человека что-то такое намечается, о чем он думает, именно касается деятельности, работы, да, и вот он смотрит и в ваш адрес, вы очень сильно нравитесь, но такое чувство, как будто человек постоянно занят какими-то делами, у него нет времени на отношения, хотя хочется. Да, здесь большее время его съедает эта работа. Работа. А нравитесь вы, притягиваете своей таинственностью. Вы очень такая интересная дама. Вы вот как-то скажете вскользь, да, и раз быстренько или уходите, или же уходите от темы. Начинаете следующую тему или разговор. Да, он сейчас на пересечении. Он, знаете, еще сам не разобрался пока, как ему быть дальше. Потому что здесь человек о духовном еще о чем-то думает, что не все основывается на деньгах, но здесь именно деньги являются его ловушкой или являются каким-то важным или таким сегментом, который за что-то отвечает. То есть он как на привязи. Не будет денег, не будет чего-то, это там от чего-то он зависим, может быть, да, это может быть алименты, еще что-то, да, какие-то серьезные оплаты, за которые нужно платить, да, и вот человек думает о заработках, о деньгах, о деятельности своей. Но хочется к вам, ему хочется простой, чистой любви. Вот он считает, что вы... Хоть вы такая загадка, но вот он видит какую-то серьезность в вас. Какое-то вот такое, что можно этой женщине доверять. Между вами, да, здесь вот что-то такое было мельком. Мельком, но оно, хоть и мельком, оно дает понять о вас. Это может быть даже мимолетный разговор, диалог. Но человек вас уже смог выявить приблизительно, да, вот какая вы. Почувствовал это. У него сложилась определенная у вас картина. Но это только вот догадки, но все же он надеется, что вот такая. Скорее это дело идет о верности. Да, человек, потому что здесь, скорее всего, был в каких-то качелях и был какой-то вот или третий лишний, да, или какие-то были третьи варианты. То есть его женщина могла именно предать или предавали его женщины. Может быть, даже долгое время уже один. Скорее, да. В одиночестве пребывает. Много читает, работает, учится.
Такое чувство, как будто бы человек может увлекаться политикой или вот какие-то программы, передачи смотрят документального характера. Если это фильмы, то тоже документы, документальные фильмы. Может интересоваться историей, географией. Будут ли шаги, действия? Но здесь еще будет какая-то пауза, действия будут. Но здесь пока не решится что-то, чего... Вот он чего-то добивается, он хочет этого добиться. Вот пока он не добьется, он не будет действовать. Но скорее добьется, потому что действие есть. Вам будет даже очень интересно с ним. И вот такое чувство, что вы, может быть, его не заметили. Да, вот пообщались и разбежались, все, и забыли когда-то. А человек вас помнит до сих пор. И вот вы встретитесь, и у вас будет чувство, где-то я видела. Или вот будете вспоминать, ну, знакомо будет что-то. Почему-то идет слово сюда иностранец. Другая страна. Или в другой стране вы находитесь, и он с той стороны. Или это будет приезжий человек, иностранец. Может быть, человек изучает и языки, помимо истории и географии, и документальных фильмов. Но он о вас не говорит, он о вас думает. Смотрим дальше, что говорят о вас и кто. Здесь кто-то выжидает время, как будто бы за это время вы измените свое отношение к этому человеку. У вас, может быть, была какая-то конфликтная ситуация. Вы не хотите этого человека видеть, но человек надеется, что ситуация изменится. Знаете, вот больше для чего человек хотел бы с вами сойтись на примирение. Да? Здесь идет место быть, что пройдет время, мы примиримся. Или надеюсь, что мы примиримся, ради того, чтобы за собой не нести шлейф врагов. Этот человек вообще по жизни поступает так, что он старается не оставаться врагами на всю жизнь. Потому что потом не знаешь, откуда прилетит, да, отместка. Вот тут человек хочет как-то с вами наладить отношения. Именно наладить. Привести в порядок. Это вот как закрыть гештальт. Но наладить и исчезнуть. Здесь что-то такое есть недоговоренное тоже. И я бы сказала, все же находится каждый в какой-то конфронтации, закрытости, недоверии, злости, может, даже. И вот это хочется свести, убрать, изменить. Кто это? Это дама. Это дама, которая внезапно вам напишет, позвонит, как ни в чем не бывало. Через какое-то время, может даже долгое время. Она выжидает момента. Время лечит, хочется так сказать, и она так думает. Также здесь, я бы сказала, дама, которая упор держит сейчас на заработках, деньгах или вообще по себе, по структуре своей, такая бизнесменша, бизнес-вумен. Расчеты какие-то ведет, следит за финансами. Может быть, работает там, где деньги. Кассир, да, может быть, или сама себе хозяйка. Также здесь может идти разговор о том, что когда-то что-то она вам не так сказала, вы не так подумали, да, и сейчас вот это вот до сих пор по сей день есть в ее голове, вот надо как-то изменить, или надо вам как-то все же объяснить это другим, может быть, языком, может быть, мы придем к какому-то консенсусу, поймем друг друга.
да, и вот именно обнулим ту ситуацию, которая между нами была. Здесь есть вот какой-то скрежет на душе, который не оставляет в покое по сей день. Может быть, вы уже и забыли об этом, но она нет, она помнит. Этот человек, знаете, такой, она может являться и злопамятной женщиной, или женщиной, которая очень хорошо помнит какие-то детали, кто ее обидел, например, или кого обидела она. Или с кем были конфликты. Да, здесь чувство взаимодействия, но какого-то такого временного характера. Да, вот помириться с вами, но потом исчезнуть. Ей это уже как бы не надо, ей сам факт того, что был этот конфликт, нужно его извлечь из своей жизни и забыть уже, похоронить навсегда. И больше, да, чтобы такого не повторялось. Тут человек может просто пытаться изменить свою жизнь, наладить отношения с людьми и какие-то ситуации из прошлого, гештальты закрыть и изменить их. Вот так вот. Тут есть очень много чего такого, что наговорили друг другу или сделали. Может быть, даже, да, были какие-то не очень приятные слова, может быть, и маты, да, нецензурная лексика. Но здесь вот хочется все привести в баланс, в норму, выровнять отношения, чтобы не было потом хвостов. Хорошо. Смотрим дальше. Что говорят у вас за спиной? И кто? Что вы скрываете свои деньги, любите хорошо жить на широкую ногу. Кто-то именно здесь говорит о том, что все это скоро прекратится или какая-то пирамида разрушится. Да, то, что вы строили и наконец построили, что это скоро рухнет. Почему-то именно надеются, потирают руки на то, чтобы это уже закончилось. Или чтобы вы потерпели какой-то крах, поражение. Да, здесь очень плохо о вас кто-то отзывается, мстит, пытается вот как-то обзываться или намеренно вставлять палки в колеса. Это касается денег, заработков. Вы такая преуспевающая в глазах этого человека. Человек пытается вот как-то конкурировать даже с вами в чем-то, воздействовать на вас. Человек, кстати, на вас считал заговоры, на ваше разрушение, на ваш крах. Человек обладает какой-то силой. Воздух, как будто бы это заговоры на самом деле. Обладает и работает. А у вас... Слушайте, вы были, вот смотрите, данный человек, когда желал вам краха, вот вы были на границе между жизнью и смертью. Смотрите, как ясно и понятно, да, карта мир и карта смерть. Вы жили. Вы были на этой границе между жизнью и смертью. Вы себя оградили от этого, от этой смерти. А вы ли? Вы откупились от этой смерти. Вы от нее откупились. Да, здесь вот именно какой-то был откуп. Вы что-то потеряли ценное и откупились. И вы могли почувствовать то, что я была вот на грани. На грани. Знаете, вот у кого-то проиграется жизнь и смерть, да, на грани жизни и смерти, а у кого-то вот прям тотального банкротства, когда всегда жила
при деньгах, и в одночасье просто в кармане ноль. Ноль происходит. И неоткуда. Вот как будто бы обрывается. А потом происходит откуп и возобновление. Вы за что-то да, именно за чье-то наведение порядка в вашей жизни, именно таким образом невидимым, вы откупились. Вы сами себя из этого вытолкнули. Вы что-то потеряли потом после этого. Может, кого-то. Подумайте очень хорошо, потому что такое вот здесь идет. У кого-то здесь может это касаться дела любви, бывших отношений, да. А у кого-то именно, что у вас были близкие отношения с этим человеком, подруга. Знаете, вот здесь как будто бы человек пытается наказывать, именно на кого-то влиять, когда какие-то неприятности в жизни от кого-то. Вот этих людей или убирать, или вот именно на самом деле по-черному чего-то им там желать. Да, человек пользуется именно какими-то практиками, ритуалами, черными ритуалами. Возможно, посещает места смерти, да, это могилы, кладбища. Тот, кто опустил эту землю. Больше здесь склоняется женщина. Женщина из-за мужчины. И женщина из-за вашего достатка. Мужчина и достаток. Если вы были в отношениях, да, здесь женщина могла влиять и на ваши отношения. Запутанная история. Здесь больше характерно то, чтобы вы остались ни с чем. Вас нельзя было сломить. Вы в чем-то прогрессировали, росли. Да, здесь был виден ваш какой-то потенциал, рост и так далее. Да, или то, что женщина находится в красивых хоромах, в красивых платьях, в чем-то дорогом. Или наслаждается этой жизнью, живет себе припевающе, ни в чем не нуждается. И вот здесь именно полезло все. Ребенок. Такое чувство, да, как будто бы здесь могли быть даже выкидыши у кого-то. Вот как потеряли что-то, как я говорила, это мог быть выкидыш. У кого-то здесь, может быть, пыталась влиять даже на детей, если дети. Сокращала ваши дороги, просматривала. То есть здесь могла быть диагностика вашего состояния. Ну, как вы там поживаете, потирая руки. Здесь, знаете, свести счеты с вами пыталась. Давайте поглубже посмотрим, что сейчас происходит. Злость. Что вам поможет? А вы не зря молчите, не разговариваете ни с кем, не распространяйте информацию о своей личной жизни, чего и стоит делать. Но она вас диагностирует. Она боится, знаете чего? А что вот ей помешает, это ваша чистка. Она боится не то, что вы очиститесь, да, вы очиститесь, и вы пошлете зеркалом туда, обратно, то есть отзеркалите.
и прилетит. Но здесь есть страх того, да, что вы больше, вот этот вот больше страх, что вы об этом узнаете. Что вы об этом узнаете. А должен быть страх в том, что вы очиститесь. Вот попробуйте провести чистку. Она находится в закрепленных в нашем телеграм-канале. Можете спуститься вниз в описании данного видео и посмотреть чистка по «Отче наш». Именно в момент убывающей луны провести данную чистку, данный ритуал. Здесь сведете именно то, что вас грузит. То влияние, которое есть. Не только оно повлияет на нее, оно повлияет на всех именно, кто негативно воздействует на вас. Это вот, знаете, как профилактика. По крайней мере, здесь уже не профилактика будет, да, а конкретная ваша чистка, очищение. И вот вы увидите или заметите, может быть, во сне она придет. Вот именно она. Или вы увидите, когда она в жизни придет к вам и что-то попросит. Да, это может быть в течение, после чистки, в течение 3 месяцев. И вот здесь, я вам сразу скажу, после чистки, как будто бы здесь справедливость наступает, здесь все вернется то, да, что она вот и несла вам. Но здесь, что самое интересное, вы включаете некую такую защиту, а можете сделать и защиту. Можете повязать вот такую красную нить на левое запястье руки. Тоже есть в закрепленных телеграм-каналах. Можете посмотреть, как данный ритуал провести, сделать. Здесь 2 мечей. Это в первую очередь, да, когда ситуация рассосется. В том плане, что вы почиститесь, и женщина перестанет вообще беспокоить вас. Здесь она будет заниматься проблемами, которые прилетели обратно. А их будет много, много. Возможно, даже тяжелая ситуация наступит в жизни, от которой уже не отмоешься. И здесь, знаете, что самое интересное по мечам? Это то, когда до человека начинает доходить, что происходит. Что происходит. Да, здесь именно до человека дойдет, за что прилетает, за что наказывает. И здесь, знаете, если человек начнет противоборство включать, действовать опять, продолжать, будет еще хуже. И здесь уже необратимый эффект. Здесь уже не развернешь все обратно. Да, это вот как подписание договора с дьяволом, вот так вот. Тут уже ничего не поможет. Вы можете даже узнать о ее несчастье через нее саму. Здесь, кстати, она могла вас с кем-то сталкивать лбами или могла о вас говорить то, что не является на самом деле правдой где-то в обществе, может быть, в коллективе и так далее. Но здесь такое чувство, да, что человек на вас не просто говорит о вас, а наговаривает. Здесь все изменится в 1 час, в одночасье. Здесь, знаете, начнут какие-то правды всплывать. Причем вы даже не будете об этом рассказывать. Все начнет всплывать само. Все выльется наружу само. Хочется так сказать, да, что весь поселок узнал, или вся Ивановская там, и так далее. Да? Вот все об этом узнали. Может быть, о том, что она именно занимается какими-то черными делами. Вам нужно на самом деле здесь держать информацию закрытой. И вот старайтесь, знаете, не злиться на данную даму. Вот после чистки вы начнете видеть числа, которые одинаковые в эквиваленте 3.
Например, 3 четверки, 3 пятерки, да, и так далее. 3 одинаковых числа начнут постоянно являться везде. Это первый показатель, даже 3 шестерки. Это первый показатель того, что идет обратный отсчет. То есть идет все туда-обратно, откуда пришло. Именно негатив. И вы сами заметите, здесь будут тонкие такие или четкие для вас уже понятно, да, если вы смотрите данный расклад, сигналы, вы будете понимать. Хотя это ангельские числа, но это будет знаком. Здесь даже, я бы сказала, вы знаете, вы обретете больше энергии, вы почувствуете прилив сил, энергии, что я могу все делать. А до этого момента ходила вот как будто бы, как насильно пыталась, да, вот улыбаться, насильно пыталась себя заставить что-то делать. А здесь будет энергия течь, все легко и просто, все получается. Я активна, да, легка. Вот как-то так. Здесь сразу почувствуйте, что вас спал этот камень. Опять данная карта выходит первой. Здесь мужчина почему-то... Почему? Давайте дотянем все, посмотрим. А здесь судьбоносный мужчина. Но он не говорит о вас, он даже о вас и знать еще не знает. Здесь вам говорят высшие силы, да, что не за горами человек какой-то по судьбе. Притом он сейчас занимается деятельностью какой-то, да, делами, работой. Также человек может быть каким-то вещателем. Это блогер, может быть, или, может быть, вещает где-то о чем-то, да, информация какая-то, пишет что-то. А здесь дело идет о свадьбе, причем резко и внезапно у вас наступает свадьба, или вы брачный процесс. А с кем-то может быть и бракоразводный. Например, наступает бракоразводный процесс, а следом свадьба. То есть или от того времени до этого времени, то есть от развода до свадьбы немного времени. Недолго была одинокой, вот как-то так. И такое чувство, да, вот, что какие-то сигналы этому мужчине сейчас о вас подаются уже. А вам подаются сигналы об этом мужчине. Вы можете что-то предчувствовать. Предчувствуете, что вот-вот что-то в вашей жизни или наступит день, когда все изменится. И это будет. Это будет именно о мужчине. Вам об этом напоминают высшие силы. Возможно, даже вот вы сейчас зашли на расклад, и это уже сигнал услышать данную информацию. Вот здесь определенно идут какие-то такие вибрации, когда вы одно и то же слышите, то же, что и он. Или одно и то же слушаете, что слушает он. Может, данный или видеорасклад, или какую-то мелодию, музыку и так далее. Понимаете? Здесь идет такт ритмов. Может быть, у вас сердце бьется одинаково, в том же ритме. Можете что-то такое чувствовать. Странные какие-то вещи в вашей жизни происходят, как будто бы вас на что-то наталкивают. Если вы чувствуете, что вам, например, пришла какая-то возможность в жизни, подумайте, почему, да, вот ради интереса. Почему же это так случилось? А почему меня перебросили туда, или в тот город, или в другую страну, или же почему жизнь мне преподнесла эту возможность или, да, такое предложение и так далее. К чему бы это? Вот скорее это к сведению вас обоих. Ну, тут такое все загадочное. Здесь кто-то как будто бы получает или дополнительный паспорт, или делает паспорт. Это может быть и другая страна. Да,
Также здесь может быть знаком, сигналом получения каких-то бумаг, паспортов. И вот после этого происходит именно какая-то встреча. А у кого-то именно идет расторжение с кем-то брака и воссоединение потом с этим мужчиной, с новым. Не воссоединение, а знакомство. Можете написать в комментариях. Можете даже по истечению какого-то времени, расклады сразу они не сбываются, через какое-то время написать под любым видео ваш комментарий. Неважно под каким. Что у вас и как проигралось в жизни. Вашу историю. Дотянем последнюю карту. Для вас сейчас самое время, может и не зря вас окунает в это одиночество, побыть одной, поразмышлять о чем-то, да, что-то вы для себя в этих размышлениях даже интересное можете найти, подчеркнуть, вот как цитату, да, и видеть что-то или увидеть что-то. Сейчас нет смысла вообще вступать вот именно прямо сейчас, да, не тот период, чтобы о ком-то переживать именно по чувствам, по эмоциям, по любви, касается именно мужчина-женщина. Здесь не нужно даже идти примиряться или вот что-то вот делать, вообще совершать каких-то резких телодвижений в этом направлении. Здесь нужно, скорее всего, больше уединиться с собой. И вот именно уединившись с собой, к вам придет нужный ответ. Нужный и правильный ответ. А когда вы будете ломать свою голову над кем-то, или что вас кто-то вообще не любит, или да, конкретно кто-то, то вы так и не получите данный ответ. Здесь о деятельности идет речь. Здесь речь идет опять-таки о блокировке себя от всех, скорее всего, чувство абстрагированности какой-то вам идет на пользу для какой-то вашей деятельности, на пользу для ваших заработков, на пользу даже, я бы сказала, для вашей стабильности. Да, почему-то здесь именно наталкивает на какую-то, может быть, и независимость, и ваши денежные средства, что для вас это проиграет большую роль, нежели какое-то переживание о ком-то. Если даже вы одиноки и думаете, что я одинок, у меня никого нет, не думайте об этом. Ваш человек появится. Только не думайте о своем одиночестве. Можете себя представить именно в паре с кем-то и заниматься дальше, продолжать своей деятельностью. Это самое лучшее. Это визуализация, это воспроизведение своей реальности, которая точно произойдет. И здесь вот такой мягкий посыл уединиться. Стоит абстрагироваться сейчас. Не стоит принимать каких-то резких таких решений о чем-то. Да? Вот будьте расслаблены. В расслабленном состоянии и болячки не прилипают. Или же негативные какие-то ситуации в жизни, когда человек расслаблен. Да, негативные люди есть, но они вот как есть, так и отпадают, понимаете? То есть за вас не за что зацепиться, потому что вы храните вот именно, я говорю, какую-то тишину, молчание. О личном, да, не разглашать, но вы и так не разглашаете. Ну а раньше, возможно, очень много говорили чего-то, чего вообще не стоило говорить, своего личного. Чуть ли, да, не свои анализы выкладывали кому-то на стол. Вот как-то так. О чем-то сугубо личном, интимно личном. Может быть, сейчас вы это прекрасно понимаете. Да, и люди могли, кстати, это и использовать против вас. Вам нужно больше здесь думать, знаете, о себе скорее и своей семье, да, вот дети это может быть, в своем доме, о вкладе в себя, в свой дом. Здесь наращиваются силы. Когда вы находитесь наедине, у вас как будто бы энергия накапливается. Вам будет что потом еще сказать, сделать и так далее, да, благодаря данной энергии. То есть будут какие-то лучшие действия от вас. Здесь туз пентаклей. Сулит вам много заработать или будете
много зарабатывать. Об этом беспокоиться не нужно. Нужно принять именно чувство равновесия. И в первую очередь я тут скажу самое важное: заботьтесь о своем здоровье и любите себя, да. По рыцарю кубков любите себя, и все обойдет стороной. Принимайте. Вот такой вот был у нас сегодня расклад, и огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведаскар.